Накануне Нового года состоялось еще одно знаменательное открытие уже в Южном Дагестане, а точнее в Сулейман-Стальском районе. Здесь дан в эксплуатацию самый масштабный оросительный канал за последние 25 лет. Таких больших объектов для орошения сельхозугодий в Дагестане не строили со времен Советского Союза. Водопровод будет обеспечивать поливной водой жителей Корчагской долины, населенные пункты соседних Магарамкентского, Курахского, Дербентского и Табасаранского районов. В 50-е годы вручную кирками, лопатами деды рыли здесь канаву, но не смогли, к сожалению, довести до логического завершения. И вот после развала страны это первый такой проект, реализованный в области АПК, мелиорации. И он дает нам возможность обеспечить, помимо орошаемых земель, еще дополнительно 2500 гектаров земли условно неорошаемых. Это даст толчок развитию агропромышленного комплекса Сулейман-Стальского района. Реконструкция межхозяйственного канала Кировский включила в себя строительство трассы водопровода протяженностью 7,5 километров, площадок быстротоков и ливневые пропуски. Работы были начаты в 2017 году. Завершилась реконструкция уже в конце этого 2018 года. Мощность подаваемой воды здесь примерно 2 кубометра в секунду. Реконструкция межхозяйственного канала Кировский с сооружениями Кировской оросительной системы дает возможность перевести более 2500 гектаров багарных земель в орошаемые, что приведет к росту урожайности сельскохозяйственных культур и увеличению количества рабочих мест. Сбывается вековая мечта сельских жителей по подаче воды из реки Чирак-Чай в Корчагскую долину самотечным способом. В 2018 году произошло еще одно знаменательное событие – открытие Кировского оросительного канала. Объект строился достаточно продолжительное время. После его ввода серьезно изменится жизнь у наших виноградарей, у наших садоводов. Уже под этот объект у нас, заложено несколько десятков гектаров садов, виноградников. Нариман Шамсудинович, скажите, пожалуйста, насколько нужен был в Сулейман-Стальском районе этот объект? Мы, кстати, вас поздравляем с его вводом. Спасибо. Очень важный для нас проект. Это мечта наших дедов. Еще 40-е, 50-е годы деды ручную вырыли канал протяженностью 7 километров. Но не смогли подвести воду, не смогли поднять воду. Вода пойдет самотеком. Помимо орошаемых земель будет орошено свыше 2000 гектаров багарных земель, условно неорошаемых земель. Уже под этот проект, зная, что этот проект будет реализоваться, уже организовано несколько крупных проектов. К примеру, один из таких проектов – Стальские сады, проект «Миллиардик» по производству суперинтенсивных, по суперинтенсивной технологии. Инвестор уже заложил 85 гектаров суперинтенсивных садов, яблони. Уже у нас образовались производственные бригады, обрезчики, потому что это нужно сопровождать, нужно работать, это высокие технологии, нужны специалисты. Инвестор направил своих администраторов, менеджеров по Европе с целью ознакомления с такими проектами. Они были в Краснодарском крае, в Ставрополе, во всех этих. В общем, у нас образовались свои производственные бригады, обрезчики, технологи и так далее, и так далее. Вот очень важный объект. Уже в этом году планируется посадка еще 60 гектаров суперинтенсивного сада. Планируется в течение 3-4 лет довести до 1000 гектаров. Это 500 гектаров яблони, 200 гектаров черешни, 300 гектаров фундук. Это все будет подвешено под этот канал. Поэтому для нас этот канал очень важен. Пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность от жителей района и правительству республики, и в лице Министерства сельского хозяйства и продовольствия, и ФГУП Минмеливатхоз Залкип Магомедович, потому что в течение буквально года вы решили проблему, вековую проблему для нас, для наших жителей. Это не только сады, это виноградники. Вообще толчок. Уже люди, веря, что проект быстро реализуется, что проект не превратится в долгострой, уже посадили на будущее, на перспективу. Уже зная, что будет вода. Уже зная, что будет вода. Залкип Магомедович, мощность объекта и в течение какого времени вы все-таки его построили?
Ну, если говорить о мощности объекта, конечно, проектная мощность там мы рассчитывали, исходя из потребностей воды на территории. Но если бы мы знали, что мы будем провоцировать такой вал и такую потребность, Вы везде мы бы, все наверное, больше провоцируете. сделали. Там рисоводов спровоцировали, тут садоводов спровоцировали. Поэтому я боюсь уже этого слова. Это очень хорошая провокация вообще. Нет, вообще проектный расход на голове Сардаркентского канала, Сардаркентский канал, это в системе, Кировской растительной системе, да, мы до реализации этого проекта воду качали насосами и, естественно, свои затраты, накладки, насосы ломаются, электроэнергия дорогая, очень много проблем. Исходя из этих соображений, был запроектирован строительство новой ветки, и мы построили там 7,5 километров канала в бетонном русле. Когда на самом деле смотришь, вот аэрофотосъемках смотришь, да, ну, просто идеально. И вот некоторые такие, знаете, нехорошие люди, могу сказать, да, даже спрашивали, а вы уверены, говорят, что вода пойдет туда? На самом деле, когда с Касумкента, вот когда сел смотришь, да, гору стязаем, ощущение, что она в обратную сторону, идет, как будто бы такое ощущение, что уклон идет назад. Я думаю, будет много полезных дел сделано благодаря тому, что мы поднимем воду в эту Корчагскую долину. На самом деле, Нариман Шамсунович, как говорит, я и год по 4-5 раз выезжал на объект, видел, общался с населением, видел настроение населения. Они на самом деле не верили, что туда мы сможем воду поднять. Ну, есть, к счастью, такой приятный момент. И я думаю, и все другие проекты тоже будут иметь такое же завершение. И мы эти моменты, наверное, будем как-то на позитивной ноте завершать. И то, что Сулейман-Стальский район вообще, и я хочу призвать все районы, чтобы они обращались к нам, хотя бы заходили и общались. И мы будем вырабатывать какие-то совместные шаги во благо населения района и во благо сельхозтоваропроизводителей. Нариман Шамсудинович, сколько гектаров вообще садов, виноградников уже подвешено к этому объекту? Ну, к этому объекту уже подвешено свыше 100 гектаров садов, виноградников. Вы знаете, не сейчас. Новые посадки. Новые посадки. Я вообще что хочу сказать. Вот Корчагская долина, там очень благоприятные природные условия по выращиванию винограда. Сахарийность, там, ну, супер. Мы все время ориентировались на погоду. Там ручеек, если погодные условия позволяют, то вода есть для этой. Сейчас уже эта долина будет процветать. Не только эта долина, то вся равнинная часть, предгорная равнинная часть Сулейман-Стальского района. Вообще толчок для развития Сулейман-Стальского района будет связан и в частности с этим водоводом, потому что это 1000 гектаров суперинтенсивных садов, значит фруктохранилище. Уже инвестор разработал проект на 50 тысяч тонн. В этом году будет реализован проект по строительству 5000 тонн будет построен. Уже проект, земельный участок определен. А в итоге до 50 тысяч тонн фруктохранилище будет построено. Вы представляете, тут вода, тут сады, здесь фруктохранилище. Это и налоги, это рабочие места. И, естественно, нам позволит принять участие в различных федеральных республиканских программах. То, что Муслим Мухадинович говорил здесь по поводу комплексного развития. То есть район будет выгодно выглядеть, и наша молодежь не будет выезжать за пределы района Дагестана. Вообще Сулейман-Стальский район у нас садоводческий такой. Вот смотрите, вот эта вся продукция, вот наши замечательные фрукты, яблоки, груши, хурма, это все у нас выращено в Сулейман-Стальском районе. Я думаю, после того, как у вас ситуация с водой вот настолько кардинально изменится, вот урожайность будет больше, соответственно, у наших дагестанцев будет гораздо больше продукции. Рядом с вами вот у нас наша уважаемая Бурлят Ахмедпашаевна, руководитель ГУП Кировский. Бурлят Ахмедпашаевна, какая ситуация с водой у вас, в вашем хозяйстве? Ну, нам похвастаться нечем. Не только нам, Кайкенскому району, который южная часть. Пока с водой у вас тяжело, да? Очень тяжело. Вы знаете. Я это все прокомментирую. Потому что у нас, если в горах дождь пойдет, паводки будут, мы можем поливать. По-другому нет. Мы также, вот сосед мой по хозяйству, вот Дербенского района, Яхья тоже, вот паводков нету, мы поливать не можем. Но если наши показатели еще были бы весомыми, лучшими, если бы у нас
была бы постоянная вода. Но у нас и в северной части тоже такой. Раз разговор пошел о воде, вы прекрасно знаете, северная часть тоже у нас вот от кора питается, тоже постоянно не могут они поливать. Но виноград любит воду. Без воды виноград трудно получать. В общем, если брать Кайкенский район, я единственный, наверное, район, который вот на самом деле нету постоянных источников воды. Или с севера, или с юга надо к ним оттянуть воду. Это я полностью. И они зависят полностью от наличия воды в источниках. То, что Булят Ахмед Пашаяна говорит, когда паводок идет, да, естественно, когда в реке вода есть, мы можем подавать. Когда в реке воды нет, мы лишены этой возможности. Без вас тоже она идет, если паводки нет. Мы там единственное регулируем, чтобы вы забирали их. Поэтому здесь без нас тоже, конечно, она пойдет. И без нас она и шла. В 2015 году мы завершили реконструкцию Самурско-Дербентской растительной системы. Вот сидит рядом Яхам Агенрифеевич, да, он не даст обмануть мне. У него, наверное, уже после этого нет проблем с водой. Правильно? Это с юга мы тянем воду, да, это южный, мы с севера, то, что вы сказали, Коровская вода, да, вы просто, чтобы довести воду до Количей даже, да, для нас какая проблема составляет, я просто это не могу рассказать даже. Но мы это делали в прошлом году, есть, конечно, в частном порядке там кое-кто недовольный, до кого мы не смогли воду довести, есть такие хозяйства, но мы над этим работаем, поверьте мне, мы сложа руки не сидим и беспокоим и республиканское руководство, и федеральное руководство. И, кстати, буквально перед Новым годом я был в Москве, у нас рассматривается вопрос ремонта Лоткового канала, который идет от насосной станции Количи наверх туда, в эту долину к вам. Поэтому здесь какие-то позитивные моменты мы делаем. Начиная с 90-го года, в 2018 году, мы собрали рекордный урожай винограда 171 с хвостиком тысяч тонн. Переработали рекордный урожай винограда, более 121 тысяч тонн. За что я от имени руководства республики и руководства Минсельхоза говорю большое человеческое спасибо нашим виноградарям в лице нашей Булят Ахмед Пашаяны и нашего депутата Народного собрания, нашего Яхи Магомеда Арифовича. Поэтому работа по виноградарству проводится колоссальная. Ефрем Агенрифеевич, расскажите, пожалуйста, сколько винограда собрали в этом году? Спасибо большое. Вообще, такое огромное удовлетворение сегодня я получаю. Смотрите, какие успехи животноводов, мелиораторов, да всех сельхозработников, самое главное. А это что говорит? Они о чем говорят? Это говорят, что вот мы видим свет в конце тоннеля. Огромный успех за последние годы, уважаемые друзья. Вот представьте, сейчас назову цифры. Вот обратите внимание, самое эффективное вложение Российской Федерации денег, субсидирование, я имею в виду, это, мне кажется, сельское хозяйство. Не зря Патрушев говорил. И я почему говорю? Вот за последний год, что выделено, 100%, наверное, вот эффективно использовано. Вот если по нашему хозяйству взять, если по холдингу взять, там несколько селений брошенных. Вот смотрите, 300 тонн винограда в 2001 году, Мухудинович, 300 тонн винограда. А этот год почти 12 тысяч тонн. Это что такое? Нам разве надо куда-то ехать, кому-то объяснять, кому-то говорить, если у нас все уже есть? Понимаете? Мы можем это делать. Мы можем творить, мы можем созидать. Тем более вот сейчас новое руководство, новый министр. Вы знаете, удовлетворение получаешь, когда вот человек занимает такую должность, и он сразу понимает, о чем ты хочешь говорить. Мухудинович, оказывается, сильнейший животновод. Я никогда не думал, вот такой, вот к нам тоже такое отношение будет. Если он виноградарем был бы, вообще там 300 тысяч тонн мы виноград собрали. Вот уборка винограда. Ну, проблем много, о проблемах не будем говорить. Без проблем не бывает, если человек работает. Проблем нету, кто вообще ничего не делает. Вот таких успехов добиваться, значит, дагестанский народ, наш народ, ну, в частности, вот нашего района, вот наш коллектив, вот этот... И урожай был выращен, и в один момент мы были у нас. Мы испугались, даже не сможем сдать.
Понимаете? Вот сдать просто на переработку. Я что хочу сказать, 10% винограда, который переработали завод, это наш виноград. Вот именно холдинг Татляр. 10% это не шутки. Если вот так взять, сказать, если каждый килограмм винограда почти 26 рублей государству идет, если конечное производство сдаешь, считайте, до 10 тысяч, то это 250 миллионов мы такую пользу сделали. Кроме того, что мы рабочие места создали, там зарплату платим, народ занимаем. Это самое главное, мне кажется, даже чем налоги, что мы народу даем такую возможность работать в Дагестане. Народу Дагестана ничего на сегодняшний день не нужно. Ему дай работу и плати. Больше ничего такого народа нигде нету, наверное. Вот я вот сколько лет работаю, всю жизнь, и я тут убеждаюсь. У нас и столовые сорта есть, но нету хранилища. Многие говорят, вот, а что там, сдал 200, это где-то 200 миллионов заработал. Дорогие мои, за оборотных этих денег невозможно строить капитальное строительство. Но есть проблему, потом с вами разберемся, говорим. Я уверен, что мы в будущем буквально на нашей базе и хранилище где-то в нашем районе, и вот переработку решим этот вопрос. И огромные деньги, и это налоги большие, которые все время Абдалиевич говорит, и все остальное. И благосостояние народа. Спасибо вам. Я всех хочу поблагодарить, и модераторов, всех, кто сегодня присутствует здесь, и кто здесь организовал вот это все. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо за хорошие слова, которые были сказаны в адрес Минсельхоза, прежде всего России, в адрес руководства республики. Но мы все ваши, вот Тимирязевская академия перед главным корпусом, который построен в 1865 году, стоит памятник Клименту Аркадьевичу Тимирязеву. И там его слова есть: «Я ваш и всегда с вами». Так что под таким лозунгом или с таким лозунгом нас учили сельскому хозяйству, чтобы мы сельское хозяйство любили. Поэтому коллектив Министерства сельского хозяйства, он рядом с вами всегда был, есть и будет. Но я хочу обрадовать и Бурлят, и нашего депутата Яхью. В следующем, мы в этом году, вы все знаете, господдержка по виноградарству была почти 380 миллионов рублей. На следующий год Министерство сельского хозяйства России заложил в госпрограмму плюс 300 миллионов рублей еще. Поэтому то, что вы сейчас сказали, вот, проявляете такой патриотизм, это очень хорошо. Представляете, мы за один год, государство нам дает господдержку именно по линии виноградарства 700 миллионов рублей. На самом деле у нас же картошка не растет вместе с топинамбуром, который растет в средней полосе России. Картошка же растет у нас там. Всевышний нас поселил, наших предков, в таком месте, где растет вот прекрасный виноград, где растет вот прекрасная капуста. Вы посмотрите айва, вы посмотрите, какая хурма. А вот это экзотический продукт, тоже я никогда не думал, что у нас на территории Дагестана он растет, он тоже растет. Поэтому мы должны дорожить этим, мы должны дорожить нашей землей. У нас должно быть бережное и бережливое отношение к нашему сельскому хозяйству. Земля в Республике Дагестан действительно уникальная. У нас растут вот замечательные фрукты, вы видите, замечательные овощи. По поводу экзотических продуктов, вот у нас даже растет вот такое замечательное клубничное дерево. Кстати, я могу дать его попробовать просто тем, кто хочет. А кто автор породы? Сейчас мы все расскажем. Пока, сорта кто? Пока пробуйте. Сейчас у нас здесь в нашей студии. Это клубничное дерево. Это клубничное дерево, ну, наших юждаговских не удивишь. Да, у Бурлят Ахмедпашана есть во дворе. Будете пробовать клубничное дерево? Дайте Магомеду, он уже устал школы строить. Да, гагролизинку, клубничное дерево. Уважаемые животноводы, передайте, человек смотрит очень. Животноводам от растениеводов просили передать. У нас в зале сидит наш известный садовод Тимур Габибов. Тимуру передайте, пожалуйста, микрофон. Тимур, расскажите, пожалуйста, какие еще экзотические растения растут у нас в Дагестане, вот в частности в Южном Дагестане, в Магарамкентском районе?
Наш Южный Дагестан очень благоприятные условия для выращивания всех субтропических культур, которые можно выращивать в районе Сочи и район Крыма. Мы этим должны пользоваться этим, потому что это наше преимущество по сравнению с другими северокавказскими республиками. Больше таких регионов нету. Здесь можно выращивать кудрания, шефердия, киви, хурма достаточно. Если сказать по хурме, по неточным данным, мы собираем около 20 тысяч тонн. Пока это неофициально получается. Если взять хотя бы одно село, Такеркет Казмаля, откуда пошло эти промышленные посадки, в одно село только собирают около 500 тонн. А это Магарамкентский район полностью выращивается, Дербенский район, Кайкенский район. Хурма сейчас даже выращивается даже до Кизляра. Тимур, скажите, пожалуйста, чтобы вот эта продукция в массовом порядке выращивалась даже в том же самом Магарамкентском районе, условия какие-то особенные нужны? Все условия, вот я уже 10-12 лет занимаюсь этим, и научно, и это практично. Все эти культуры очень экологически чистая продукция. Вот для выращивания этих продукций пока нет необходимости защитных мероприятий. Она по сравнению, я делал анализы, по сравнению с обычными яблоками, сливами и с виноградом, по сравнению с ними 2-3 раза она экономически выгодна продукция, потому что все защитные мероприятия пока нет необходимости. Хорошо, это спасибо. удешевляет нашу продукцию. У нас в студии руководитель Союза садоводов Республики Дагестан Казиахмед Букаров. Расскажите, пожалуйста, какие еще фрукты и овощи, экзотические, мы можем выращивать у нас в Дагестане? Сколько сортов хурмы? Вот мы привыкли, есть какая-то хурма и есть королек. А у вас там одних сортов, там, я не знаю, несколько десятков? У нас в реестре, плодовых культур мы внесли предложение на уровне правительства, мы дали сейчас заявление, наши предложения правительству тоже. Как раз таки мы хотим его ввести в реестр как субтропическую культуру. Не только хурму. Вот киви, который Тимур Габибов выращивает в Магарамкентском районе, его можно даже в интенсивном виде создавать такие же сады, как создаются суперинтенсивные сады, в таком же виде можно прекрасно получать, вот эти экзотические наши, как говорится, плоды. Он же является автором, создал сорт леки, называется, он путем отбора, он создал этот сорт. Кроме того, в Магарамкентском районе сейчас более 600 гектаров хурмы. Есть предприниматели, приезжают, заготавливают. Сейчас по цене 20-25 рублей у частного сектора заготавливают, складывают в холодильниках. Конечно, под Новый год эта цена его будет 50-70, а может быть и 90 рублей. Хотелось бы, обратить внимание, пользуясь случаем, вот мы говорим сейчас о развитии сельских территорий, школы, мы говорим о других таких социально-экономических бытовых условиях, которые с каждым годом улучшаются. Нам надо на уровне правительства поставить вопрос подготовки сельскохозяйственных кадров, начиная еще со школы. Вот ввести основу агрономии. Раньше был, предмет трактора и сельхозмашины 9, 10, 11 класс. Когда ученик завершает среднее образование, он тут же получает права машинист, тракторист 3 класса. Он, может быть, придет в сельское хозяйство. Проблема номер 1 – механизаторы, проблема номер 1 – агрономы, защитники, ветврачи. Я вам скажу, вот это основы, со школы, если мы не научим наших детей, нам будет в дальнейшем очень трудно. Сейчас наши дети не пьют, натуральные соки не пьют. А вот домашние компоты не кушают. Вот эти наши прекрасные яблоки. В день, если человек будет кушать 5-6 яблок в день, никакой болезни ни у кого ничего не будет. Мы, Союз садоводов Дагестана, ставим перед собой первую, задачу возродить наши питомники, которые в советское время было очень много питомников, и поставляли по всему Союзу саженцы. И эти питомники должны сейчас субсидироваться тоже по программе субсидий, по господдержке. Желательно, чтобы в питомниках выращивали карликовые, полукарликовые саженцы на подвой. Вот сейчас Стальские сады, вот в Магарамкенте сейчас КФХ сад, инвестор наш. Буквально с апреля месяца по декабрь 140 гектаров заложили, завершили.
полностью сейчас идет, значит, подготовка, последние этапы, будем подсаживать, значит, деревья тоже. И этот объект на 140 гектаров, такой грандиозный проект, мы будем сдавать, значит, 250 человек уже будут иметь тут рабочие места. Планируется на 20 тысяч тонн холодильники. Вот второй этап сейчас идет хранилище, мы будем там строить на 20 тысяч тонн. Это именно подобран участок, очень удачный участок, начиная где-то с Магарамкента до Мугиргана, там 15-20 километров, 6-7 населенных пунктов. Вот эти люди будут иметь огромный, значит, потенциал рабочих мест. Там будут, значит, люди постоянно заниматься сельским хозяйством. Мы будем учить этих детей в школах, будем вести, значит, сами будем, Союз садоводов Дагестана, этим заниматься, подготавливать для себя агрономов. Именно интенсивные сады требуют особого подхода агрономии. Его нельзя, как традиционные сады, обрабатывать, как традиционные сады, их, значит, обрезку делать. Им нужны специалисты высокого класса. Вместе с интенсивным садоводством не нужно забывать и о наших традиционных садах. Вот у нас в зале сидит глава Буйнакского района, где растут замечательные персики. Что нужно делать, чтобы вот все-таки у нас, у жителей города, была возможность вот ваши персики видеть и в торговых центрах, и в магазинах, и чтобы вот у нас наш Кази Ахмед Букаров говорит, что дети не пьют соки. Что нужно делать, чтобы мы все-таки видели эти соки? Наши натуральные, дагестанские, из наших натуральных персиков и абрикосов изготовленные. Практически все проблемы, которые сегодня есть у наших садоводов, у наших сельхозтоваропроизводителей, вот все сегодня они обсуждались. И вот если те меры, которые сегодня обсуждались, они как бы мы сможем их применить к нашим сельхозтоваропроизводителям, они все дадут свой результат. Прекрасные персики у нас растут. У нас в районе есть такое своеобразное, как бы произошло зонирование. Одна зона занимается крупным рогатым скотом, есть зона, где работают овощеводство развито, и вот Черкеи у нас... Замечательные персики растут. Да, растут персики, которые являются тоже, как вот здесь говорили, наряду со многими дагестанскими продуктами, являются своего рода брендом. Да? В принципе, сегодня черкейские производители персиков, они не вывозят никуда свою продукцию, потому что на месте организован сбыт, на место люди приезжают, на месте скупают, и дополнительный стимул получило у нас вот это развитие, если бы у нас... было бы вот то, о чем мы сегодня говорили. Огромные возможности дает Черкейское водохранилище. Если мы построим, допустим, создадим ту систему, которая была запланирована в советское время, но, видимо, с развалом Союза она как бы не успели ее воплотить в жизнь. Если мы сможем мелиорировать и дать воду в Тышеклинскую долину, допустим, да, это даст 8 тысяч гектаров дополнительной орошаемой земли, которая сегодня практически она не используется. Большая проблема, вот сегодня здесь поднимали, большая проблема и в специалистах. Вообще в воде проблема в первую очередь, конечно, и даже в самом Черкее есть сегодня проблемы с водой, несмотря, казалось бы, на казусность такой ситуации, что на берегу. Но эту воду надо подать, эту воду надо довести, и если мы вот эту... Я знаю, Министерство сельского хозяйства, и думаю, при поддержке Абдулмуслима Мухиддиновича мы это как-то вопрос решим. Этот вопрос обсуждается сегодня, потому как в советское время эта Тышеклинская дамба, она возводилась именно не как гидротехническое сооружение, а как именно сооружение для сельского хозяйства. Если мы это сможем сделать, это даст возможность развивать и садоводство, и овощеводство. И еще хотел сказать, что большая проблема для производителей это отсутствие, конечно, то, что здесь многие специалисты говорили, комплексов для хранения и упаковки, допустим. Да. Мы, в принципе, у нас есть возможности предоставить, мы как бы предлагаем наши возможности, у нас есть площадки, которые мы можем дать для тех, кто хочет вложить деньги, вложить средства и получать в дальнейшем. Это достаточно хорошая прибыль для предпринимателей. По поводу федеральной программы, то, что площадь садов должна быть увеличена, я думаю, конечно, нам здесь нужна поддержка науки. Скажите, пожалуйста, Магомед Тагирович, какая площадь садов у нас все-таки может быть в Дагестане? Какие у нас ресурсы? И какая работа у нас проводится в республике для выявления? То есть на какой территории, какие сады эффективнее сажать? Где эффективнее все-таки сажать виноградники? Какая работа у нас проводится в этом направлении?
Мы свою научно-практическую работу, служба агрохимическая, проводим на садопригодность на наших землях Республики Дагестан, где закладываются традиционные интенсивные сады, разрезы, и где мы проверяем на качество земли. И после этого, после химических анализов, наши специалисты составляют проектно-сметную документацию под закладку садов и виноградников. Поэтому на сегодняшний день мы провели огромную работу по республике. Более 1500 гектаров наши работники заложили разрезы. Начиная с Магарамкентского района. Вот сейчас новый инвестпроект в Сулейман-Стайском районе, полоса, где наши работники в той неделе были и заложили разрезы. И сейчас проект завершили, по-моему, на следующей неделе мы будем вручать уже Нариман Шамсудинович туда. Поэтому перспектива есть в республике, особенно в южной части, Магарамкентском, Сулейман-Стайском, Карбудахкентском районе, Кайтакском районе, а вот здесь немножко севернее, в Хасаюртовском районе, Кизлярском районе, Бабаюртовской зоне земли наши рискованные, идет вторичное засоление, поэтому на этих землях, не обследуя эти земли, нельзя закладывать сады или виноградники, нужно их подвергать к обследованию. Поэтому в этой зоне, северной зоне, очень рискованные земли. Идет вторичное засоление. Солончаки, солонцы. Поэтому недавно мы в Министерстве сельского хозяйства собрались по ВКС, по совещанию, которое проводил Хатуов Джамбулат Хизирович с новым директором департамента Некрасовым по гипсованию и известкованию земель. Мы там тоже доложили, что у нас в республике имеется около или более миллионов земель засоленных. Нужно их гипсовать. Это получается лишние, там, допустим, квадратные земли для того, чтобы мы вовлекли эти земли в оборот сельскохозяйственный, чтобы мы могли получить урожаи, там, допустим, по рису, урожаи там, по зерновым, по овощным, по провощным культурам. Поэтому, я думаю, уважаемые коллеги, наряду с физической мелиорацией есть и химическая мелиорация. Поэтому с землей надо работать. Земля – это основа всему. По последним данным специалистов агрохимической службы, у нас идет отрицательный баланс земли. То есть выносится из земли больше питательных веществ, чем мы вносим. Поэтому попросил бы всех глав администрации, уважаемые, здесь главы есть и работники есть, надо с этой землей работать. Надо хотя бы 50% внести минеральное органическое удобрение. Вот. Мы очень мало вносим, 8-12 килограммов. А те хорошие годы, 90-е до 90-х годов, 200-250 килограммов мы вносили в действующем веществе минеральное органическое удобрение. Если даже посчитать поголовье наше, мелкий рогатый скот, крупный рогатый скот, выход, если посчитать, если 50% уходит, да, у нас мы можем обеспечить себя органикой. Но минеральное удобрение, она, конечно, завозится с Невинки, с Воронежа, с других регионов. Это, конечно, немножко накладно получается. Поэтому с землей надо работать, чтобы могли получить хорошие, стабильные урожаи. Насколько наши фермеры соблюдают принципы севооборота вообще? Насколько вообще советуются с вами по этому поводу? В основном, можно сказать, не соблюдают. К сожалению. Потому что, к сожалению, да, это трагедия. Ежегодно, вот по получению субсидий по несвязанной поддержке к нам обращаются люди, сельхозтоваропроизводители. Каждый год они хотят получить справку о проведении агрохимического, эколого-токсикологического обследования земель на одном и том же участке. Тогда, когда категорически нельзя выращивать зерновые или пропашные на этом же участке. А вы не давайте. А мы вот... А вы не давайте. Мы не дадим, мы уже сказали. Почему мы противозаконные вещи должны делать? Мы не даем только после исследования. У нас в студии присутствует руководитель Россельхозцентра. Скажите, пожалуйста, какая работа в течение года вами была проведена? Что в этом году делается, чтобы в следующем году не было саранчи? В этом году, благодаря нашему новому министру
мы уничтожили почти 50% саранчи. В этом году мы обработали 123 тысячи гектаров против саранчи, а в следующем году ожидаем 65 тысяч. Это почти 50% мы уменьшили. Уже зима, сегодня ничего не беспокоит, закрома заполнены, кто-то доход получил, кто-то будет получать и забывает то, что творилось у нас в мае, в июне месяце. Во-первых, я был новый человек, когда я приступил, это начало апреля, и не были до сих пор объявлены торги, и не была никакая процедура проведена, поэтому по организации работы по саранче. Потом вот в мае месяце, в связи с тем, что резкая жара наступила, в первых же числах мая саранча начала уже отрождаться, и мы потерялись. Потом Магомед Ахмедович собрал свой коллектив, поставил задачу, и пока мы очнулись, они очень большую работу сделали против саранчи, поэтому мы могли, вот мы расчеты делали, если бы, например, вовремя против саранчи совместно с дагестанским филиалом Россельхозцентра мы не поработали, мы потеряли бы урожай на 1,5 миллиарда рублей. Только в северной зоне. Поэтому за это, Магомед Ахмедович, вам, вашему коллективу большое спасибо. Мы это помним, мы это все знаем. Поэтому в следующем году, в смысле в 2019 году, тоже будем вместе работать. И мы в этом году план уже заложили 2 раза больше денежных средств, чем было в 2018 году. Совместно со специалистами мы работаем. Но, конечно, были проблемы, есть они, эти проблемы тоже разрешимые. Потом, а так в целом надо работать. Это он единственный руководитель из федеральных, будем говорить, органов исполнительной власти по имени агропромышленного комплекса, который приходит в Министерство сельского хозяйства и говорит: я готов вместе с вами работать. Вот у меня столько-то агрономов, столько специалистов в таких-то районах. Вот у нас мы можем такую работу делать, пожалуйста, задействуйте. За это вам огромное спасибо. Раима, с твоего позволения я слово дам Гасан Дагевичу. Все-таки наша дагестанская наука сельскохозяйственная. Спасибо за представленное слово. В этом году нам удалось создать Федеральный аграрный научный центр. Это, конечно, даст сконцентрировать материальную базу и научный потенциал наших научных учреждений республики. Еще отрадно говорить, что принято нацпроект в государстве нашим президентом «Наука». Я думаю, это даст большой толчок в развитии науки. Были в Москве, вчера прилетел. Нам выделено Дагестанскому аграрному центру федеральному суперсовременная лаборатория направления селекции и развития сельскохозяйственных животных. Мы сегодня рядом с сельхозтоваропроизводителями. Пожалуйста, обращайтесь, мы готовы взять под сопровождение, научное сопровождение, все приоритетные проекты, которые в нашей республике. Что это оборудование может вот сейчас? Какой конкретной работе может приступить? Селекцией генетики животноводства. Это даст те породы, которые были учеными дагестанских НИИС, которые на базе которых создался аграрный центр, являются они авторами дагестанской горной породы, кавказской боры, намного улучшит продуктивность этих пород. Ясно. Хорошо, спасибо. Спасибо. Я думаю, рассказывать о сельском хозяйстве можно бесконечно, хотя бы потому, что кушаем мы вот 3 раза в день. Потому что вам без сельского хозяйства никуда. Нам без сельского хозяйства никуда. Поэтому я хочу вас поблагодарить за участие в нашей программе. В завершении вот еще раз хочется предоставить слово министру сельского хозяйства Абдулмуслиму Мухудиновичу, который очень хочет поздравить с Новым годом наших аграриев, вас, наших гостей студии. Уважаемые земляки, уважаемые аграрии, уважаемые дагестанцы, конечно, прожит еще 1 год. Мы подвели его итоги. Прежде всего, я хочу поблагодарить всех тружеников села, которые, несмотря ни на засуху, ни на зной, ни на дождь, ни на бездождье, ни на снег, ни на мороз, даже вот сегодня мы здесь в теплом здании сидим, а наши животноводы находятся под этим моросящим дождем на зимних пастбищах. Буквально я пару дней тому назад приехал с командировки с Кочубейской зоны, 7 часов утра
мы подъезжаем к Кашаре, где зимуют наши овцеводы. И вы представляете, люди работали в это время. Конечно, кто-то может, простой обыватель, сказать, они выбрали себе такую жизнь, другие выбрали себе другую жизнь. Нет, дорогие друзья. Мне очень приятно было, что на одной из кошар, где 3500 голов овец, у них в хозяйстве практикуется на данном крестьянско-фермерском хозяйстве, будем говорить, раньше при социализме об этом говорили преемственность, семейственность. Там были нынешнему руководителю КФХ, ему где-то лет 60-65, там всю жизнь проработали его родители. Сейчас он работает. И самое отрадное было, вот на всех тех кошарах, где мы были молодые ребята, дагестанцы. Молодые ребята, дагестанцы, чабановали, им по 20, по 25 лет. И я с каждым разговаривал, например, один из них сказал, что у него в этом стаде 800 баранов, которые ему этот руководитель дал, что он заработную плату получает не менее 20 тысяч рублей. Я бы хотел, чтобы работа вот этих добрых, порядочных людей, истинных патриотов нашего Дагестана, которые в этом направлении проводятся, чтобы она приумножалась. Чтобы у нас таких руководителей крестьянско-фермерских хозяйств, сельскохозяйственных, производственных кооперативов, чтобы в этом направлении у них работа улучшилась. Конечно, здесь хочется поблагодарить и тех животноводов, которые, прежде всего, животноводов, которые работают утренние ранние часы, встают, когда все горожане спят и идут на утреннюю дойку. Им тоже отдельная благодарность. Большое человеческое спасибо нашим земледельцам, нашим виноградарям. Большое спасибо нашим ученым аграриям, тоже, которые не покладая рук работают. Раима, тебе, в твоем лице, всему коллективу вашей телерадиокомпании, в связи с тем, что у вас 15-летний юбилей, тоже наши искренние поздравления и пожелания добиться еще больших успехов в освещении нашего аграрного сектора в наступившем 2019 году. Спасибо, дорогие друзья. До новых встреч. Самое главное, мы имеем возможность видеть искренние чувства людей, наших сельских жителей, видеть, как вы работаете. По возможности имеем возможность вам помогать, оказывать вам информационную поддержку. В общем, вам спасибо за все и вас с Новым годом!